Сложно представить, но меньше чем через неделю ученики сядут за парты в обновленной 14-й школе. А пока работа кипит на всех этажах. Зданию 63 года, капитальный ремонт здесь никогда не проводился, поэтому меняли все – электрику, отопление, вентиляцию. Полы тоже обновили, старое покрытие сохранили лишь в коридорах, но и его будут шлифовать. Сейчас рабочие наводят красоту, красят стены, подбирают необычные цветовые решения, комбинируют спокойные и яркие тона. Наша задача была не сделать просто капремонт, а сделать капитальный ремонт и привлечь к интерьеру дизайнеров. Сделать так, чтобы школа действительно после того, как закончится капитальный ремонт, она выглядела фактически как современная новая школа. Уже в ближайшие дни в школу начнут доставлять мебель. Оборудование для столовой уже здесь. Осталось только расставить, подключить и все, современный пищеблок готов. Кстати, в школах, где проводится ремонт, поставят мармиты. Они будут сохранять температуру еды, чтобы дети могли получать действительно горячее питание. 14-ю школу по контракту должны были сдать лишь к 20 октября. Но подрядчик ускорил работы, и в итоге школа будет готова принять детей уже 5 сентября. К этому моменту завершат ремонт одной из лестниц, чтобы ученики могли передвигаться по зданию. На обновление других 2 лестниц понадобится еще около 10 дней. Рабочие будут доделывать их уже в сентябре. Подрядчик обещает, учебному процессу это не помешает. В рамках ремонта можно было делать там отдельно, например, крышу заменить, окна, пищеблок. Принцип, который был выбран, собственно, руководством региона, это, Константин Муратович, как правильно сказать, когда от школы осталось Один каркас. Да, один каркас и все. То есть да, практически дети вернутся, как будто это новая школа вновь построена. Задача еще большего масштаба стоит перед бригадой, работающей в 26-й школе. Здесь главная сложность – замена инженерных коммуникаций. Из-за того, что в школе нет подвала, трубы были проложены в специальных лотках. Рабочим приходилось откапывать их, укреплять, восстанавливать и только потом прокладывать в них трубы. Именно из-за сложностей с коммуникациями было принято решение не замораживать ремонт на время учебного года. Специалисты подчеркивают, нельзя было поменять в одной половине здания трубы сейчас, а во второй лишь в следующем году. У нас вот эта школа разделена на две части. Вот если мы стоим на проспекте Коста, то правое крыло, наша задача запустить после 1 октября, чтобы дети могли учиться. В этом крыле, в левом крыле, будут продолжаться работы. Сейчас идет замена всех инженерных коммуникаций в обоих крыльях. И задача сейчас, здесь грязные процессы уже на стадии завершения, успеть завершить грязные процессы в левом крыле, огородиться, разграничить школу на 2 части, чтобы строители не мешали детям. Дети, соответственно, не лезли, скажем, на стройку. Настоящий рекордсмен среди ремонтируемых школ – 39-я. На ее долю выпадает основная часть похвал. Дело в том, что по проекту ремонт этой школы должен был занять 2 года. Но подрядчик мобилизовал все ресурсы и пообещал подготовить все к торжественной линейке 5 сентября. Здесь, кстати, объем работ тоже был колоссальный. Особый акцент на замене системы отопления. Во всех школах бывают часто проблемы с действующей системой отопления. Повторить то, что есть, это неправильно. То есть подрядчики привлекали специалистов, которые на входе проверяли температуру теплоносителя, давление в трубопроводах, брали этот план здания, и на основании этого плана здания разрабатывался, по сути, новый проект теплоснабжения школы. Еще одна фишка 39-й школы – оригинальный дизайн-проект, разработанный по инициативе подрядчика. В него включен и яркий вход в здание. В самой школе установлены антивандальные двери, и в ближайшие дни начнут стелить специальный износостойкий гомогенный линолеум. Гарантия на все материалы и качество выполненных работ – 5 лет. Работы во всех школах, где идет капремонт, будут продолжаться без выходных. В Минобре подчеркивают, отставания от графиков нет. По контрактам работы должны были продолжаться еще несколько месяцев, на деле же практически все объекты сдадут раньше. Яна Гайгиева, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.